В связи с тем, что сейчас у детей, у школьников в основном на каникулах они все, я сегодня хотела поговорить о таком заболевании, как спазм аккомодации, или, проще говоря, ложная близорукость. В связи с тем, что особенно вот прошлый год у нас прошел, обучение было в основном дистанционное, и дети в основном все обучались при помощи планшетов, компьютеров. В большинстве случаев вот у нас сейчас проходит детская диспансеризация, и многие дети сейчас уже приходят со сниженным зрением. Через один, можно сказать, выявляется ухудшение зрения. Но в основном вот ложная близорукость сама по себе, она это заболевание обратимое. То есть если его вовремя выявить, это можно вылечить. Но если запустить, оно уже переходит в стойкую близорукость. В основном это заболевание, как можно заметить дома родителям. Вот дети, они начинают как-то жаловаться на головные боли, ухудшение зрения вдаль бывает. Вот они начинают вдаль видеть в основном размыто, двоится может быть. Вместе с головными болями они начинают жаловаться на боли в глазах, вообще усталость, быстрая утомляемость, вот какое-то общее такое недомогание может проявляться тем, что вот у них начинается развитие ложной близорукости. В основном это заболевание, оно возникает, когда дети дают чрезмерную нагрузку на зрительный аппарат. У взрослых эта болезнь возникает реже, в основном это бывает у детей и у детей школьного возраста, студенты могут быть, но дальше это уже реже бывает. В основном ложную близорукость вызывает первый фактор, это первостепенные причины есть второстепенные. В первую очередь это чрезмерная зрительная нагрузка, особенно вблизи. Если на одном и том же расстоянии человек, в основном дети, они вот если долго держат телефон в руках, долго читают, долго пишут на одном и том же расстоянии, это начинает вызывать спазм или напряжение определенных глазных мышц, и это, в свою очередь, уже вызывает ухудшение зрения. В основном вдаль ухудшается. Вблизи эти дети могут не жаловаться ни на что, поэтому необходимо вот раз в год хотя бы этих детей приводить во время детской диспансеризации на проверку. В основном еще второстепенными признаками, это уже можно назвать, там вот если у детей освещение не такое, какое должно быть, рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать с левой стороны. Также, особенно весь прошлый год, они были недостаток движения у детей, гиподинамия называется. Вот они в основном сидячий образ жизни, кто ведут, кто мало гуляет на свежем воздухе, вот у них тоже начинает развиваться эта болезнь. В день, особенно в солнечное время, в светлое время суток, дети, подростки, детсадовские дети, они должны минимум 2-3 часа проводить в сутки на свежем воздухе. Это тоже является своеобразным такой гимнастикой для глаз. Также роль играет питание у детей. Если не сбалансировано, особенно у кого мало поступает с пищей белка, витамины, микроэлементы, вот эта нехватка, она может в свою очередь вызывать вот эту ложную близорукость тоже. То есть надо уделять внимание питанию детей, добавлять или в виде добавок витаминные комплексы, микроэлементы проверять. Витамин D особенно может тоже играет роль в развитии. Вот сетчатка, склера глаза, она развивается лучше, если витамин D в достаточном количестве в организме у детей находится. Что еще хотела сказать про спазм аккомодации у детей? Как я сказала, это заболевание обратимое. Для этого надо вовремя его выявить, эту болезнь выявить. И лечение, там хирургического лечения этой болезни нету. В основном консервативное, то есть амбулаторно, дома. В основном врачами назначаются препараты для расширения зрачка. При этом эти глазные мышцы, которые в напряженном состоянии, они расслабляются, и глаз отдыхает, как мы говорим. Зрение становится лучше. Если вовремя выявляется, и вовремя вот эти препараты, капли назначаются, если вовремя режим зрительной нагрузки у этого ребенка соблюдаться начинает, то можно вот эту болезнь приостановить хотя бы. И бывает много случаев, когда они излечиваются. То есть очки в дальнейшем не назначают. В случае, если, конечно, эти дети упускаются, вовремя не выявляются, если даже выявляются, они дома
как говорится, партизанят телефон, они все равно начинают пользоваться в том же режиме, как бы они пользовались, нагружают глаза, то это заболевание может перейти уже в стойкую близорукость, и тут приходится назначать очки. В общем, хотелось бы обратить внимание родителей в основном вот на образ жизни, на образ, на режим дня ребенка в основном. Надо вот вовремя прогулки 2-3 часа в день, полноценное питание. Есть зрительная гимнастика специально для глаз, которая вот самый простой, метка на стекле. Можно детям у окна на стекле нарисовать точку небольшую, и с 30 сантиметров ребенок на эту точку смотрит и затем переводит взгляд через окно вдаль, на самый удаленный, ну, в горизонт можно смотреть, то вот это такая зарядка 2 раза в день для глаз тоже очень считается полезной. Ну, это в основном все, что я хотела сказать. И сейчас у нас, вот, как я сказала, детская диспансеризация. Вы детей приводите на проверку. Если выявляются, то лечение можно проводить и здесь на месте. Ну, на аппаратное лечение мы направляем детей. Еще хотелось бы сказать, что вот помощь в аппаратном лечении, лазером, стимуляция, магнитостимуляция, это тоже оказывает хороший эффект.